Все последние годы все эксперты указывали на коррупцию, связанную с поставками угля определенными компаниями. В нынешнем году власти через конкурс сменили компанию-поставщика. Казалось бы, прогресс, но оказалось, что за этой компанией торчат уши тех же прежних фирм. О проблеме и самом конкурсе Андрей Тукумбаев расспросил известного независимого эксперта Расула Умбеталиева. Расул Ахматович, как участник конкурсной комиссии, вы можете рассказать, как дело происходило на самом деле? Да, я полностью могу об этом сказать, потому что я был по ходатайству отдельных депутатов Джорджа Кениша был включен именно в конкурсную комиссию по закупке угля в объеме 400 тысяч тонн угля марки ДДГ на сумму 1 миллиард 420 миллионов сомов. И поэтому, как первоисточник, я могу полностью ответить на ваши вопросы. Как это происходило, почему я выступаю против решения конкурсной комиссии, выступаю против решения независимой межведомственной комиссии и в целом о заключении договора руководства малой электрической станции с казахской компанией ТО «Контакт Углепром». Дело в том, что я неоднократно был членом конкурсной комиссии по закупке угля на ТЭЦ города Бишкек. Это почти с 2014 года, и поэтому все время я выступал против покупки именно угля Шабаркульского угольного месторождения. Почему? Потому что она полностью к нам не подходит. Потому что одним из основных технических показателей углей Шабаркульского угольного месторождения это высокий выход летучих веществ. Там составляет 50%. Грубо говоря, много дыма. Много дыма и много, понимаете, ядовитых веществ выбрасывается в атмосферу. Дело это одна сторона. А другая сторона, при содержании летучих веществ более 40%, при промышленных сжиганиях, особенно на тепловых станциях, на ТЭЦах, происходят взрывы угольной пыли. Поэтому там в сертификате Шабаркульского угольного месторождения, Шабаркульского угля, там обозначено, что высокая категория, высокая опасность взрыва угольной пыли, она является 4-й категорией, она высокая степень взрывоопасности. Чем это чревато на работе ТЭЦ? Как может отразиться? Дело в том, что, понимаете, с 2014 года, когда начали покупать именно шабаркульский уголь с Казахстана, на ТЭЦ города Бишкек неоднократно происходили взрывы в котлоагрегатах. Там погибали люди, там страдали люди. И поэтому здесь именно руководство Аульской станции, руководство Министерства энергетики, затем руководство национального холдинга эти факты скрывали. Поэтому эти факты скрывались, и они не были доступны к общественности. Но я как эксперт об этом я знал. Вы сказали, погибали люди. Сколько человек погибло? Года 3 тому назад там пострадали 2 человека. 1 человек погиб, а 1 получил увечья, а потом стал инвалидом 1-й категории. Поэтому, понимаете, почему все-таки я выступаю против покупки не только шабаркульского угля, я выступаю против покупки вообще казахского угля. Потому что в Кыргызстане разведана и подсчитана категория А, Б, С 2 миллиарда 400 миллионов тонн. Это нам хватит на 1000 лет. И поэтому я говорю, зачем везти в лес дрова, когда у нас своего угля достаточно. У нас и бурый уголь в достаточном количестве, и каменный уголь, и у нас есть даже антрацит. А зачем, по-вашему, тогда его везут из Казахстана? Везут только в корыстных целях. Дело в том, что когда покупает уголь с Казахстана Шабаркульского угольного месторождения, покупает через посреднические компании, не напрямую. Потому что если купить напрямую Шабаркульского, даже будем говорить Шабаркульского месторождения, да, в принципе, в Казахстане угольных предприятий, 120 угольных предприятий, которые зарабатывают и каменные угли, и бурые угли. Дело в том, что там, вы знаете, что есть
гиганты, разрезы, которые добывают почти 80-100 миллионов. Это Екатеринбургская вот это, угольный такие, разрез, да, и другие. Вот в Караганде там почти 28 шахт, которые его, добывают каменный уголь. Ну вот его вот, Шабаркуль, Караджира, Джалын. 120 угольных предприятий, которые у них ну, качественный уголь там. И дело в том, что когда покупая именно казахский уголь через посредников, там имеется отката, незаконное вознаграждение, которое колеблется от 14 до 18 долларов с каждой тонны. И вот посчитайте, просто посчитайте. Потому что если, например, купить прям с того же Шабаркуля, получается... Астрономическая сумма. Астрономическая там сумма получается. Если вот, закупить уголь прямо, даже возьмем Шабаркульское угольное месторождение, то получается там она стоит в пределах 12 долларов за тонну. Дорога где-то в порядке 10-12 долларов. И с границы Сдав-Луговой до ТЭЦ города Бишкек, где-то, значит, учитывая транспортировку, учитывая налоги, учитывая растаможку, там получается тоже где-то в порядке 10-12 долларов. И итого получается, в общей сложности получается 36 долларов за тонну. А мы покупали по 56 долларов. Вот позапрошлом году по 53 долларов, а в этом году купили по 51 доллару США. И, естественно, там есть большая разница. И она предназначается, эта разница, имеется в виду незаконное вознаграждение, как говорится в народе, откаты, ну, порядка, вот в этом вот 400 тысяч тонн, которые покупаем, порядка 6-7 миллионов долларов. Естественно, это, понимаете, в конечном итоге, вот именно вот это вот за незаконные поставки, за незаконное вознаграждение, да, вот именно за превышение стоимости углей, которые поставляются из Казахстана, будут выплачивать пенсионеры и малоимущие слои населения. Из кармана налогоплательщика. Из кармана налогоплательщика, понимаете. И поэтому я вот категорически против того, чтобы поставляли с Казахстана значит, через посреднические компании. Я еще более хочу сказать. Дело в том, что когда 17 августа 2017 года значит, производился прием модернизации ТЭЦ города Бишкек, который потратили китайские кредиты, 386 миллионов долларов, а в итоге через 15-16 лет мы должны вернуть почти 500 миллионов долларов. И тогда при запуске двух китайских энергоблоков мощностью по 150 мегаватт каждый, порядка 300 мегаватт от двух энергоблоков, наши главы правительства и главы государства говорили, что если мы закончим модернизацию ТЭЦ города Бишкек, мы ни одной тонны угля из Казахстана не будем покупать. Но этого не произошло. В итоге покупаем В по-прежнему. итоге в том году, в 2017 году, мы купили 400 тысяч тонн угля. Я был тоже членом конкурсной комиссии. Опять же покупали через посредническую компанию ОСО «Рассвет Компани». А в этом году покупаем через компанию, посредническую компанию, уже казахскую компанию, ТО «Контакт Углепром». И поэтому, понимаете, здесь, конечно, возмущает то, что мы опять же покупаем казахский уголь, который он нам не пригоден, по высокой цене, и получается, что мы используем его на ТЭЦ города Бишкек в больших объемах, да, а получается, что значит, получается незаконное вознаграждение, с одной стороны, да, там получается откаты, коррупционные проявления, коррупционные действия, да, это одна сторона. А другая сторона, вот последний вот договор, который заключили, да, ТО «Контакт Углепром», дело в том, что, вы знаете, Шабаркульское угольное месторождение, там 100% владельцами являются казахские олигархи. Александр Мачкевич, Поток Шадиев, Алиджан Ибрагимов. Алиджан Ибрагимов – это граф Токмакский. Все знаете, это он. И Александр Машкевич, и Алиджан Ибрагимов являются, они кыргызстанцы, понимаете? Они, значит, здесь родились, здесь выросли, здесь, значит, получили образование.
а потом переехали в Казахстан, и там заработали миллиарды долларов. Поднялись, как да, говорят. Да, говорится, поднялись, да. Дело в том, что вот ОСО прогресс компании, ОСО рассвет компании вот на протяжении 5-6 лет поставляли на ТЭЦ города Бишкек. Естественно, через посредничество компании именно они были аффилированы казахскими олигархами, тем же графом Токмакским. И получается, что вы знаете, что вот в этом году, 27 июня, решением парламента было, значит, принято решение о лишении прежнего президента Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и лишения неприкосновенности. Именно там Генеральная прокуратура подтвердила факт, значит, о незаконных поставках на ТЭЦ города Бишкек, когда именно главным действующим лицом был экс-президент Алмазбек Атамбаев, и через аффилированные компании ОСО прогресс компании, рассвет компании, они, значит, его производили незаконные поставки, где именно вот, материальный ущерб составлялись 10-12 миллионов долларов ежегодно. И в этом контексте 17 июня 2019 года на основании решений Джордж Кенеша Кыргызской республики и решения генерального прокурора Открывака Джамшитова был генеральной прокуратурой, значит, военной прокуратуры, генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело против ОСО рассвет компании и против прогресс компании, и значит, было возбуждено уголовное на прежнего экс-президента Алмазбека Атамбаева. И получается, те же самые компании сейчас намерены опять стать поставщиками угля. А на ваш взгляд, если перевести поставки угля на местный уголь, кыргызстанский, то насколько выиграет страна? Какова будет себестоимость угля? Я свою мысль сейчас докончу. Да? А дело в том, что, понимаете, вот я же говорю, что аффилированы из этих компаний, да, вот вы вроде на этих компаниях возбудили уголовные дела. Закрыли все угольные склады по территории Кыргызстана, особенно на севере республики, это в Карабалте, в Беловодске, Сокулуке, Бишкеке, в Канте, Токмаке, Балыкчи, в Караколе были угольные склады этих компаний, которые поставляли уголь Шабаркульского месторождения. И после того, как возбудили уголовные дела, они были все опечатаны, закрыты были. Но так как Контакт Углепром является хозяином и учредителем граф Токмакский, он начал требовать, чтобы высокопоставленные правительственные чиновники открыли все, распечатали все угольные склады. И закрыли уголовное дело против компании ОСО прогресс компании и ОСО рассвет компании. И поэтому здесь, понимаете, с одной стороны, то, что продолжаются незаконные поставки и по коррупционным, устойчивым коррупционным схемам, с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, казахские олигархи начали уже, понимаете, ставить ультиматум и шантажировать наших высокопоставленных чиновников. Естественно, вроде, понимаете, можно было и не поверить. Я вначале не поверил, но потом поверил. Почему? Потому что 26 сентября 2019 года, буквально неделю назад, все угольные склады, которые поставляли Шабаркульское угольное месторождение, они были распечатаны, они были открыты. То есть дело требует серьезного расследования. Очень серьезного расследования, да. И вот вы задали вопрос, да, вот, например, да, если бы, например, значит, на ТЭЦ города Бишкек поставлялся только кыргызский уголь, да. Дело в том, что и президент, и премьер-министр об этом говорят, о поддержке местных товаропроизводителей. Понимаете, здесь вот, когда мы покупаем уголь из Казахстана... На деле этого не происходит. На этой неделе не происходит. Дело в том, что... Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему, да? Мы, конечно, будем жить с надеждой. Но, понимаете, когда покупаем мы уголь с Казахстана, мы кыргызские денежные финансовые средства значит, вкладываем в экономику чужой страны. При поставке, полностью 100% поставки на ТЭЦ города Бишкек кыргызского угля,
у меня есть такая уверенность, что уже 1 200 000, которое необходимо для ТЭЦ города Бишкек, кыргызские производители сейчас могут и добыть, и поставить. Здесь что получается? Здесь, понимаете, и политические, и экономические, и социальные выгоды для Кыргызстана. Почему? Почему? Потому что, во-первых, все налоги остаются здесь, занятость населения, уменьшение внешней, внутренней миграции, естественно, там поступление налогов в местные бюджеты. Местные бюджеты. Иными словами, все преимущества для все преимущества. местного товара. Да, конечно, все преимущества. И, понимаете, и самое главное, деньги остаются в Кыргызстане, остаются. Будем надеяться, что ваш голос услышат. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Всего доброго. Спасибо. Расул Умбеталиев говорит, что использование отечественного угля принесло бы стране и экономические, и политические, и социальные выгоды. Но чиновники часто приводят довод, что отечественный уголь не подходит для использования на отечественной ТЭЦ. Мол, зольность его не та или еще что другое. Но для чего тогда модернизировали ТЭЦ? Власти как бы попали в спираль зависимости от компаний, которые как раз и нажились на кыргызских проблемах. И подобная зависимость наблюдается не только от внешних игроков.